Обеспечение обороны и безопасности России является одной из ключевых задач военной политики страны. Указом, подписанным главой государства 21 сентября, поручено осуществить призыв граждан страны на военную службу Вооруженные силы России. По словам президента, пока речь идет о частичной мобилизации. В правительстве Ингушетии создана призывная комиссия по мобилизации граждан республики, которую возглавил глава региона. Задача губернаторам поставлена: будем работать совместно с военными комиссариатами, отметил Махмуд Али Калиматов. На службу в Украину будут отправлять граждан, которые ранее проходили службу в рядах вооруженных сил государства, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, то есть не студенты и не учащиеся. Состоялось суженное заседание, там мы присутствовали полностью оперативный штаб республики, где также в протокольной форме всем были поставлены задачи. И 22 числа мы повторно уже собрались для того, чтобы все эти детали обговорить. Работу по направлению гражданам, мобилизационные предписания, повестки и распоряжения военный комиссариат начал в первый же день объявления Верховным главнокомандующим о частичной мобилизации. Как и во всех субъектах страны, для Ингушетии Министерством обороны установлен лимит. Правда, информация о количестве призывников носит конфиденциальный характер. В Министерстве обороны объяснили, что в рамках частичной мобилизации будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Задание исчисляется от всего мобилизационного ресурса республики. Это 1%. И вот этот 1% мы его выполняем. Определена военно-учетная специальность, по которым это у нас водители транспортных средств категории С, Д. Это специалисты всех типов танков, водители боевых машин, артиллеристы, инженеры, стрелки, гранатометчики. То есть определили военно-учетную специальность. И определили количество людей. Министерством обороны планируется призвать порядка 300 тысяч человек, что составляет чуть более 1% от общего количества резервистов. Подлежащие призыву на военную службу обязаны явиться на сборные пункты в срок, указанный в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Перед отправкой они тоже будут проходить дополнительную военную подготовку. Все они будут обеспечены таким же льготным пакетом, что и контрактники. Один из плюсов, что мы формируем наш 503-й полк, это в Троицке, который находится, нам не надо никуда их везти, нам не надо, будем так говорить, затрачивать время на перевозку, на доставку, то есть рядом все находится здесь, они там, аккумулируются, то есть мы привозим их туда, там их переодевают, там им ставят на вещевое довольствие, там их ставят на денежное удовольствие. Весь пакет, социальный пакет, что касается семьям военнослужащих, он сохраняется. Если по убытию в зону военной специальной операции, то, естественно, этот пакет, он тоже сохраняется. Обеспечением прибытия граждан на мероприятия по призыву на военную службу занимаются работники военного комиссариата или по месту работы, учебы гражданина, руководители, также другие ответственные за военно-учетную работу должностными лицами организации. Правда, ряд факторов усложняют работу комиссариатов. К сожалению, если жители Республики Ингушетия меняют место жительства, они не сообщают это в военкомат. И при доставлении повестки реальное место жительства его, он отсутствует. И нам приходится его, грубо говоря, искать. По заболеваемости у нас эта информация тоже. То есть человек заболел, он об этом не сообщил, мы не знаем, ни начальнику военно-учетного стола он не сказал, ни участковому своему, ни военный комиссариат не предоставил этих данных. Поэтому, грубо говоря, к сожалению, это холостая работа. И вот это своевременное непредоставление данных, хотя в законе прописано по изменению состава семьи, места жительства, других вопросов, они должны в двухнедельный срок предоставлять данные в военкомат. Неявка граждан в указанные сроки без уважительных причин грозит привлечением к ответственности, предупреждением или штрафом до 3000 рублей. Также в Уголовном кодексе имеются санкции за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется следующей категории граждан. Есть забронированные, то есть сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД, они все
кто работает в оборонном комплексе, вот эти лица, которые забронированы, они, естественно, не будут отмобилизованы. Мужчины, призванные временно негодные к службе по состоянию здоровья, как я сказал, кто имеет 4 детей и более, вот этот опекуны, вот, или вот, там, опекуны, которые братья, сестры опекают, вот, они, то есть самое главное, вот, если повестку человек получил, он должен прийти в военкомат и предоставить все документы, если у него они есть, вот, и мы уже делаем выборку и смотрим, предоставлять ему отсрочку или не предоставлять. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация в первую очередь коснется военнообязанных первого разряда. Всего 3 разряда военнообязанных в запасе. Первый – это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 45 лет. Второй разряд – солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 и младшие офицеры до 50. И третий – 50-55 лет. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что женщины могут пока не думать о частичной мобилизации. Они находятся последними в очередности призыва. Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.